Добрый день, дорогие зрители. Наконец-то мы дошли до этой темы. Сегодня мы будем записывать подкаст про Чермена. Со мной в студии Суслан Джусоев, которого вы знаете по ряду подкастов, и Артур Бадзиев, которого мы очень давно знаем, но в подкастах он еще не появлялся. Артур является преподавателем исламской философии в Школа имени Дины шейха Арсанова, школа языков. Школа языков, да, Дэни Арсанова. Это такой известный шейх, который в том числе, к которому ездили дети из Осетии учиться исламу. Что мы хотим рассказать про Чермена? Советская власть, точнее большевики, которые захватили власть в России, они как марксисты, они считали, что все в этом мире – это социальный конструкт. И отчасти они в этом были правы. Им нужно было сконструировать новую реальность в Осетии, новое сознание Остин, точнее из Остин сделать советских людей. Для этого нужны были какие-то мифы, создать какие-то мифы. Напомню, что в 1917 году или 18 году Киров, который сидел здесь уже год или два, у него реально людей, там, членов партии в Осетии было там 6 или 9 человек. То есть поддержкой они не пользовались. И поэтому они взяли за конструирование мифа. Одновременно в Тифлисе образуется партия большевиков осетин, которая именуется Чермен, и параллельно в Дегорском сообществе формируется партия, скажем так, народников, тоже симпатизирующая большевикам, которая называется Кермен. И вот сегодня возникает вопрос, почему все сфокусировались именно на Чермене. Почему вдруг решили, что этот Чермен лучший персонаж для коммунистического мифа, что Чермен боролся за права крестьян, за их право на землю? Артур, на твой взгляд, с чем был связан такой выбор? Прежде чем ответить на твой вопрос, немножко хочу сделать такое вступление, что для меня история Чермена – это как бы фамильное дело, потому что его побратимом был Абрак Бадзиев или Бадзи, собственно. Вот. И помимо того, что я раскопал в архивных данных, там, трудах наших ученых, еще, конечно, есть и фамильные предания, в частности, Бадзиевых, Пистоловых. Вот. А насчет того, что почему коммунисты решили использовать именно его образ, во-первых, начнем с того, что им нужна была, как ты правильно сказал, какая-то опора в местном народе, в местной традиции. Вот. И особенно, если взять, допустим, Дегорье, там действительно в том районе, где исконно по-настоящему развился феодализм в свое время, там действительно были социальные такие конфликты между феодалами и их бывшими зависимыми. Вот. И они решили использовать вот эту тему, чтобы противопоставить два класса друг другу. Хотя как таковых классовых различий не было между остинами. По сути, была такая тонкая прослойка интеллигенции и вот, основная масса народа. Естественно, были чуть-чуть люди победнее, чуть-чуть посостоятельней, в зависимости от того, кто как активно или пассивно относился к хозяйственной деятельности своей. Вот. И, конечно, были алдары, которым этот статус присвоило российское правительство в 1887 году. А разве они до этого алдарами не были? Именно в Дегорье были. Бадилята Они были алдарами и до российской власти. А Тагиата? А вот что касается Тагиат, вот, кстати, тут путаница большая происходит. Почему? Потому что социальное положение в Тагаурии путают с той ситуацией, которая была в Дегорье. На самом деле ситуация была достаточно сильно отличалась, потому что до установления российской власти, как сами Тагиата пишут в своем, показаниях во время сословной комиссии 1862 года, они говорят, что за исключением какой-то символического участия фарсаглагов в их походах, в которых они были главными, как вот и в Алагирском ущелье были сильные фамилии. Соответственно, в Тагаурии, конечно, этими сильными фамилиями и были Тагиата. Но их называли старшинами. То есть алдарами до установления российской власти их не именовали. И они сами себя так не именовали.
Вот. То есть они, конечно, были вождата, то есть благородные, как сказать, фамилии, как, естественно, всех их воспринимали. Но помимо Тагят, благородными фамилиями ну, как бы считались еще много других фамилий. И сами Тагяты их такими признавали. Ну, в частности, если взять Карсановы, Цгоевы, Козыревы, Кусовы, в Кобани, допустим, Мисиковы, Кадиевы, ну и многие другие. Вот. И об этом очень хорошо этот вопрос осветил ротмистр Магомед Газданов, которого очень сложно заподозрить в симпатии к левым идеям. Он был такой преданный сторонник российской монархии. Угу. И вот он, собственно, в разгар этих сословных споров, это самый конец XIX века, в такой публичной дискуссии с Бимбулатом Тулатовым, он упоминал многие факты, которые говорят о том, что тагиаты не были алдарами до российской власти. Ну, возвращаясь к Чермену, да, мы так коротко обрисовали ситуацию. Возвращаясь к Чермену, я читал книгу Бзарова «История одного предания». Это труд, с которым я, наши зрители и слушатели, рекомендую вам ознакомиться, чтобы понять, в принципе, о чем мы говорим, потому что здесь будут сказаны такие вещи, которые, ну, немного разорвут ваш мозг. Потому что они были вытравлены из остинского сознания. Все смотрели коммунистическую агитку Чермен, но мало кто слушал кадаги разных сказителей, и мало кто знает о сюжетах в этих кадагах. Я скажу такой тезис, что Чермен боролся за свое инклюзивное право называться узденом, ну, частью возданом, да. Уздени у нас не было. Ну, возданом, частью привилегированного класса быть. Более того, он это право отстоял с помощью силы, в том числе и организовав набеги на свое ущелье, перейдя на сторону, ну, по разным версиям, ингушей, кабардинцев или просто Ахмета Дударова, даже такая версия есть. Да. Но из него слепили миф. На мой взгляд, Чермен – это лучшая демонстрация того, какая была мораль у остин того времени, и демонстрация того здорового индивидуализма, которого нам не хватает. Вот у меня вопрос, как можно было из этого героя создать миф коммунистический за земли крестьянам? На твой взгляд, Суслан? На мой взгляд, миф этот можно было создать очень просто. Более того, Чермен – это едва ли не идеальный кандидат на то, чтобы вокруг него этот миф сконструировать. Я тебя немного поправлю. Да, конечно, советская власть создала из него миф, советский миф. Но Чермен – это очень популярный исторический персонаж среди осетинского народа, причем разных обществ за пределами Тагиата еще до наступления советского периода. И здесь я хочу обратить внимание на один такой философский момент. Как ты правильно сказал, пафос борьбы Чермена, он был, конечно, социальным в том числе. Я думаю, Артур уже эту тему осветит. Но ценность его, в том числе ценность для нас, современных осетин, и для Ирун-Жинада как такового, заключена в том, что человек боролся за свое личное достоинство, за личную честь. То есть было тогда у осетин, ну и как сейчас, собственно, понятие личной чести, и он ее отстаивал. Что сделала советская власть? Она не просто сделала из Чермена удобный для себя миф социальный. То есть в плане того, что вот он боролся как Кавдасарт против алдаров за равенство, свободу и братство. Да? То есть он был такой марксист еще до наступления марксизма. Да? Но вместе с тем вот этот момент, который в его выступлении, в его жизни был самым главным, то есть момент борьбы за личное достоинство, он оказался абсолютно вытравлен из этого мифа. И, возможно, вот это даже было для того строя более ценно. То есть строй же был, в общем, такой эгалитарный, строй был абсолютно этатистский, и, в принципе, право человека на личное достоинство, оно было очень спорным, оно отрицалось. То есть вот есть интерес государства, и он выше и личной чести, и личного достоинства. И в этом контексте, конечно, то, что вот этот момент выпал в советской интерпретации образа Чермена, так скажем, это, на мой взгляд, довольно показательно. Ну, а то, что вот и партия была Чермен, потом
категории была партия Кермен, и то, что этот образ был очень удачно эксплуатирован, ну, это, что называется, честь и хвала советской власти, они очень умело это сделали. Вообще в плане вот мифотворчества и в плане работы с населением впоследствии советская власть, наверное, была одной из самых успешных вообще в истории. Смотри, ну, мы говорим, есть такое понятие, как диалектика, да, которую очень любят марксисты, да, вот их материальная диалектика, коммунистическая диалектика, в рамках которой говорится, что роль личности в истории сведена до минимума, складываются определенные факторы, конфликт интересов социальных групп, и это к тому приводит в итоге коммунистической революции. Поэтому с их точки зрения борьба за личное достоинство, она не имеет никакого смысла в исторической перспективе. Абсолютно, да. Да. Парадоксально, что вместе с тем, как они деконструировали реального Чермена, они деконструировали остинское сознание. И сейчас мы какие-то вещи будем проговаривать, и я думаю, что у многих зрителей это вызовет, ну, даже негативную реакцию. Давайте начнем с самого начала. Имел ли Чермен право называться Возданом? Имел ли Чермен право на землю? Надо понять, в чем основной его конфликт был с его же семьей. Ну, не семьей, а родом. Вот, на мой взгляд, я сейчас стану на сторону немного алдаров, да, которые уже на тот момент были алдарами. Мать Чермена, она не признавалась остальным частью рода, ровней, их фамилии Тулатовым, и поэтому они считали номулус. Но Бестол, отец Чермена, он не женился второй раз, он никого себе не взял, у него не было ни других жен. И сам Бестол считал ее своей единственной и законной женой. Конфликт закладывался в этом. Мать Чермена была из другого сословия? Да, то есть она была из числа фарсаглагов, то есть ее семья. Она была из фамилии Агудзовых, которые были ветвью Цахиловых. То есть это были переселенцы с Алагирского ущелья. Ну вот, чтобы разобраться, так сказать, в семейных таких внутренних конфликтах Тулатовых, ну, нужно обратиться, как сказать, к историческому контексту того времени. В остинских, в северо-остинских особенно, обществах сложилось разное социальное устройство. То есть, допустим, в Алагирском ущелье все потомки Ос-Богатора, все свободные общинники, все считались вождата. Ну, если, конечно, человек себя ведет ахдавой. То есть, если он там какое-то антисоциальное поведение не проявляет, ответом на которое будет бойкот, да, и изгнание его, то он считался возданом. Вот, все свободные люди. А в Тагаурии, то есть на территории, где верховодили тагиата, они, конечно, пытались установить те порядки, которые господствовали среди кабардинских князей. Вот. Ну, собственно, так же, как и дигорцы, дигорские бадилята. Вот. Но в отличие от дигорских бадилят, у тагиат не было такой власти над простым народом. И, конечно, тагиата, они понимали, что в условиях, когда фарсаглагские фамилии достаточно сильные позиции имеют, ну, невозможно навязать феодализм среди них. Давай одно пояснение сделаем. Фарсаглаги, ну, это наш подселенцы. Подкаст. Да, наш подкаст смотрят не только остинные, а наши братья из Дагестана, Чечни и других республик, а вся Черкесия. Вот, для них фарсаглаги – это свободные люди, которые подселились на земли, ну, берут в аренду земли. Правильно, это не закабаленные общества. Да, но они лично свободные, то есть они добровольно могли участвовать, как сказать, под руководством тагиат или бадилат, допустим, в походах. Вот то, что балц, да, мы называем. То есть это ключевой момент, это их личная свобода. То есть это вольные общинники, вот так скажем. По-русски, наверное, вот так будет правильно. Причем в зависимости от имущественного состояния, какие-то фарсаглагта, то есть как арендаторы больше были земель, вот, а какие-то были как собственники. То есть вообще не имея никакой зависимости от тагиатов, допустим. Вот. Но это уже зависело от конкретной силы той или иной фамилии, которая переселялась в Тагаурию. Вот. Ну, как я уже упоминал, вот те фамилии, которые я перечислил, и их на самом деле намного больше. То есть, опять же повторюсь, Кадиевы, Мисиковы – это в Кубани,
Козыровы, Кусовы, Фидаровы и многие другие. Это в Санебе и в других селах. То есть они вообще никакой зависимости не имели. То есть мать Черменна, она была из вольного сословия, да. но при этом тагиата ровней ее не считали. Да, но тут нужно сказать, что тагиата вообще не считали себе ровней представителей алагирского общества. Потому что они считали, что там, ну, так сказать, крестьянское какое-то устройство, то есть простонародное, что там нет князей. Вот. И поэтому всех выходцев оттуда они воспринимали как выходцев из общества с более низким социальным статусом. Вот. Хотя, как мы видим, даже кабардинские фамилии, некоторые алагирские фамилии считали как достойные и узденские. Допустим, Мадзаевы, Зангиевы, Бутаевы, Датиевы тоже. Опять же, сильные фамилии. Алагирское общество, они все-таки с кабардинцами, с князьями Кабарды держались вровень. Старались, во всяком случае. И им выделяли, землю у входа в ущелье. Тут надо тоже пояснить, что это тот исторический момент, когда влияние кабардинцев на земли Осетии, Ингушетии, Чечни, Восточного Кавказа. До границ Дагестана. Да, довольно велико, но потихоньку оно ослабевало. В силу как раз внутренних феодальных усобиц, самое главное, как я вижу, между кабардинскими князьями, там сложилось несколько таких сильных группировок. Допустим, Малая Кабарда, которая примыкала к Северной Осетии, она делилась на 3 части. Это Тасултанова, Малая Кабарда, это Джиляхстани, которым принадлежали Мударовы и Ахловы, и это потомки Темрюка и Дарова, они же Бековичи. Еще иногда они Бекмурзины. Да, кстати, на таком YouTube-блоге Гавань Синдов как раз вышел короткий сюжет о том, как в Малой Кабарде шли конфликты между кабардинскими знатными фамилиями. Возвращаясь к Чермену. То есть правовой вопрос, который, возможно, мог бы решиться на суде, если бы он был. Да. Да, тогда судебная система, она, скажем, внутри сословия мог быть тархон, но между сословиями вряд ли кто-то бы его признавал. Если брать, допустим, алагирское общество, там был известный такой Третейский суд в Дагоме. Да, Дагомский суд. Но, конечно, я думаю, по этому вопросу тагиатам было бы очень невыгодно обращаться в Дагом, потому что бы они исходили из того, как принято в Алагирском ущелье, в обществе. И, конечно, бы они признали Чермена даже по материнской линии происходящим от вожданов. Поэтому есть... этот суд, туда обращались и дегорцы, и куртатинцы. Но тагиата, я не слышал, чтобы они обращались в Дагом. Да, еще такой момент, что в тот момент формирование нации, оно еще даже не началось. Конечно. Да, этот надо момент подчеркнуть, что рассматривать события, о которых мы говорим, с позиции современного национализма, это не конструктивно. То есть не было еще современных наций на Кавказе. И, соответственно, о чем Артур говорит, это может показаться сейчас только странным, что остины тагиата, у них такая система была социальная, у дегорцев другая, у алагирцев третья. Тогда таковы были реалии у всех русских народов. Это вполне нормально. И касательно суда в Дагоме, интересный такой момент еще, он был у такого редкого, но очень древнего святилища Мадизян. Культ. И место это было совершенно сакральное для всей Осетии. До сих пор во многих произведениях часто упоминается Дагомский суд. Да, особенно для старшего поколения, я еще застал, мои старшие, они периодически могли об этом вспоминать и говорить в этом месте. Так, Бестол умирает. Да, он умер, причем, когда Чермен еще был, в отрочестве. В отрочестве или лет 5-6, условно говоря. Но в тот момент часть Тулатовых пока не поднимают вопрос. Да, это произошло намного позже. Вообще, если так хронологически начинать историю Чермена, вообще она начинается как раз в преданиях с момента рождения Чермена, и с помощью преданий можно датировать приблизительно, когда родился Чермен. То есть в преданиях это связывается с встречей его отца, то есть Бестола, с представителем Грузии,
который ехал подписывать Георгиевский трактат. В предании его почему-то он принимается за царя Грузии, но это был зять царя Грузии Иване Багратион Мухранский. Вот. Но он, конечно, занимал по большому счету второе место в иерархии грузинской власти. Он руководил дворянским ополчением, или, как это сказать, гвардией грузинского царя. Вот. Ну, поэтому были для людей, которые по большому счету далеки еще от какой-то научного восприятия мира, это небольшая на самом деле ошибка. Вот. И там упоминается, что вот этот, как сказать, в кавычках царь Грузии Бестолу рассказывал, с какой целью даже он едет к русским, чтобы подписать договор, чтобы пришли на помощь российские войска, что вот Грузия в тяжелом положении. Ну, вот даже такие как бы нюансы упоминаются. Этот нюанс важен, потому что представитель знати грузинской с простым человеком бы вряд ли стал говорить. То есть Бестол был авторитетом каким-то. Да, он был сыном Асланбека Тулатова. Тут еще вот забыл важный момент упомянуть, что на тот момент, когда родился Чермен, Тулатовы уже подразделялись на 3 ветви основных. То есть это были старшая ветвь Бытаевы, на втором месте это были Аликовы, Аллыката. И на третьем месте вот уже появились Аспиевы, или Асбията. Вот. А при жизни Чермена, когда вот, это забегая вперед скажу, когда уже начал как раз происходить вот этот раздел, от Бытаевых еще отпочковались Майрамукаевы. Которые именно и были противниками Чермена. Да, впоследствии. Да, то есть здесь важно упомянуть, что вот как поверхностно, когда мы смотрим на предание о Чермене, то везде говорится, была проблема с Тулатовыми. А на самом-то деле из всех Тулатовых у него была проблема с меньшей их частью, только с Майрамукаевыми. Угу. Потому что вот его дед Асланбек, то есть отец Бестола, он упоминается как лидер Тулатовых и вообще даже всех тагиат. В 1755 году, когда от лица тагиат они обратились к российской власти с просьбой о помощи в переселении на равнину. Ну, аналогичный процесс тому, что вот Зураб Макаев и Эба Кисаев делали. Тогда так коротко. Бестол умирает, но сказания нам фиксируют, что это был знатный человек. Конечно. Его влияние ослабевает. Но при этом растет маленький Чермен. В маленьком Чермене пока не видят угрозы, пока не понимают, что он обладает невероятным авторитетом и силой. Причем сила Чермена показывается нам в таком моменте, когда у него прохожие, там разные версии, есть те, кто хотели его убить, или это просто были прохожие, спрашивают, как найти Чермена, где живет Чермен. И он берет ось от повозки, и одной рукой просто поднимает и указывает в сторону. Да. Вот там его дом. И люди понимают, что перед ним стоит силач, страшный силач. Да. И вот в этот момент у части Тулатовых возникают опасения. Численность растет, земель больше не становится, надо их делить. И вот все события начинают разворачиваться. Бахан Эркан, ты немножко сильно забежал вперед. Прежде чем вот дойти до этого возраста Чермена, хочу пару слов сказать о его, как сказать, юношестве, да, когда он еще был достаточно, как сказать, отрок, да, можно сказать, от отрока к юноше. Вот этот переходный период, он выделился тем, что вот его первый, так сказать, подвиг, который его выделил из числа обычных детей, его дядя, который после смерти его отца, двоюродный брат Бестола, Мырзабек, он его взял на воспитание. Ну и, соответственно, дал ему такое поручение охранять бытаевские, тулатовские стада. То есть он был пастухом. Ну, как и многие, как большинство, наверное, остинских детей того времени. Вот. И он, когда волк напал на Баранту, которого он охранял, он там не бросился бежать, и он вступил в схватку. Потому что он хотел показать, что я, как сказать, смелый, сильный и, как сказать, не боится волка. И действительно, вот, как говорится в предании, что он задушил этого волка. Вот. И когда это увидел Мирзабек, он понял, что это необычный мальчик.
Вот. И после этого он уже стал ему поручать более важные поручения. Ну, в частности, вот они описываются в предании вместе с Дзиу Дзагоевым, с Хаджи Маргоевым отправились в Тбилиси, Тифлис, ну, с какой-то торговой поездкой. И там, вот как ни странно, опять же вот пересечение с вот этим Иване Багратионом Мухранским. Видимо, еще со времен его отца между ними установились какие-то дружеские контакты. И с торговой миссией они отправились именно к нему, ну, за какими-то товарами. Видимо, он помог в приобретении и транспортировке этого как-то. Но там описывается такой момент, пока Чермин куда-то отошел, ну, ему, наверное, лет было там 15-20, вот в таком возрасте это уже было. Пока он куда-то отошел, охранник этого Ивана Багратиона, силач, такой физически очень сильный человек, стал издеваться над вот Хаджи Маргоевым и Дзиу Дзагоевым. Вот, как-то их подтрунивать, как-то задевать. И когда Чермен это увидел, он, ну, как-то попытался его остудить, его такое поведение, да. И тот ему предложил выйти на поединок. Вот. Ну, и там очень важно, что подчеркивается, что Чермен изначально не хотел этого. То есть он проявил такой шабардзинат. Это вообще такая отличительная черта. В нардском эпосе часто бывает, когда конфликтная ситуация, первая реакция это дать противнику, если ты обладаешь невероятной силой, дать противнику избежать этого, ну, а потом уже следует развязка. Ну, то есть в этом плане Кадага Чермени очень похож на нардские сказания. Ну, да, он транслирует традиционный образ астинского вождана. То есть как он себя должен вести в конфликтных ситуациях. То есть сначала он должен показать, что он не действует на эмоциях, что он сдерживает свои эмоции, как бы вожжи, да, он держит себя в руках. Но когда человек упорно продолжает его провоцировать, задевать, конечно, он согласился, и, как в предании говорится, в ходе борьбы он его скрутил и так бросил озимь, что тот остался еле жив. Или совсем умер. В одной версии, что испустил дух моментально. В одной версии да. говорится, что он чуть не умер, в другой версии, что он умер в итоге. Вот. Ну и, соответственно, уже после этого случая мы видим, что в предании упоминается, что он пошел первый раз в набег на Ингушетию. Ну, опять также, как таковой Ингушетии, естественно, тогда не было, на одно из протоингушских обществ. Да. Опять также важно подчеркнуть, что это были в основном оборонительные набеги. То есть это уже в предании о сыновьях Бата описывается, что те люди, которые были приближенными Чермена, в ходе набега ингушей кто-то из них погиб. Вот. И после этого Чермен со своими товарищами, которые были его друзьями, и часть из них были его названными братьями, ну как Артхорт, вот, они отправились в ответный набег, и они хорошую такую добычу захватили. И когда они возвращались, по пути их настигла буря, ну как вот погодное ненастье. Вот. И они кое-как там, как сказать, где-то укрылись. А в это время в Кубанском ущелье был праздник Лакта-Ахшаф, ну, который мы сегодня называем Джоргуба. И он успел все-таки вот как-то организовать свой отряд, взять все захваченное, добычу и подоспеть к источнику, возле которого кубанцы этот праздник праздновали. Вот. И, соответственно, там в предании упоминается, что он щедро поделился как бы с кубанцами своей добычей. И такой на славу они отпраздновали этот праздник, который, этот источник называется Вастраджи-Шуадон. Вот. Если вот приблизиться уже к тому моменту, когда произошел конфликт, собственно, из-за чего вообще вот на него ополчились. Можно правку одну сделаю. Нас слушают и жители Ингушетии, я тоже думаю. Надо понимать, что тогда набеги друг на друга, они были не... Там, это не было межнациональными конфликтами, потому что наций как таковых не существовало, были общества. И набегающие люди, они не воспринимались как там, подлые, плохие, они воспринимались как враги, но достойные. И это хорошо показано в повести Важабшавеллы «Гость и хозяин», где Алуда Киталаури убивает кистинца, но при этом отказывается отрубать ему руку, осквернять его тело.
Потому что видел в нем достойного. Да, достойного, да. То есть вот эти моменты надо понимать, что мы живем сейчас в другой реальности и в другой морали. Тогда это все было по-другому. Тут важно подчеркнуть, что почему вот такая зависть разгорелась среди Майрамукаевых к Чермену. Потому что тут вот у Ари Шанаева упоминается такой момент, что вот у Мирзабека, который был старшим среди Тулатовых, во время одного из набегов на Дигорию, кстати, на Бадилят, с которыми вроде бы тагиаты были в очень родственных и близких отношениях, у него один из бадилатов отбил оружие, захватил его оружие. А это считалось очень таким уроном чести. Позором. Да, даже позор, можно так сказать. Потерять оружие. Это... Да, и несколько раз там подчеркивается, что они пытались отбить, вернуть это оружие, и не получалось. И вот только когда они пошли с Черменом, Чермен в ходе нападения, они там подстерегли этого дигорского князя, который захватил это оружие. И там еще говорится, что Мирзабек ему говорит: не убивайте его, захватите его живьем. И вот они его как-то заарканили и отобрали оружие. Они его, кстати, не убили и вернули его как бы живым обратно. Вот. Но это к тому, что вот ты сказал, что действительно тогда и осетины одного общества делали набеги на друг друга, хотя это не поощрялось, конечно. Как Коста пишет, все-таки это считалось немножко зазорным. Вот. А в заслугу ставились набеги на инородцев. В основном основной поток набегов был, конечно, на Грузию. И точно так же у войнахов, допустим. Они, конечно же, тоже делали набеги на друг друга. Различные войнахские общества. Просто, кстати, вот интересная деталь, ты особо цитируешь. Да. И он там даже указывал, что вот набеги на Грузию, это в Алагирском обществе, в Наре, в Зарамаге, вот в обществах Южной Осетии, это был некий такой очень объединяющий фактор. То есть вот если случались какие-то распри серьезные, то наиболее верный способ как-то консолидировать общество, это было организовать набег на Грузию. Они часто это делали, а на другие осетинские общества, как Артур правильно сказал, это считалось немного неправильным. Поэтому в грузинских детских колыбельных часто поется детям, что лекоба и особа придут и украдут тебя злые леки или злые остины. Да, в грузинской традиции, эпической фольклоре этот факт он нашел довольно-таки яркое отражение. Мать Чермена, она сказала ему: они тебе не дали землю. Они тебя посчитали худшим. Да, они тебя посчитали худшим. Назвали тебя Кавдасардом. То есть, мать, она же еще до этого ему говорила: Чермен, не рассчитывай. Она предупреждала, что будет так. Чермен был уверен, что так не будет, учитывая, какую доблесть он демонстрировал. Да. Но в итоге они... вот это вопрос в ее формулировке. Это сейчас они тебя посчитали худшим или они всегда тебя считали худшим? Вот опять я как раз вот к этому и подошел, что до вот этого раздела земли, который происходил внутри Бытаевых. Да. То есть, допустим, это не касалось ветви Аликовых, это не касалось ветви Аспиевых. То есть это касалось внутри вот этой ветви Бытаевых. И вот потомки Майрамуко, они решили отделиться от дома Мирзабека, которому принадлежал Чермен. Потому что их не устраивало то, что Мирзабек хотел Чермена сделать лидером всей тулатовской молодежи. Потому что они были родственниками князей Мударовых, и они считали, что вот Чермен, у которого мать с Алагирского ущелья, как бы не ровня им. И как бы зачем его возвышать, когда вот мы истинной как бы голубой крови, условно назовем, мы должны быть во главе. Почему это он сына Агудзон делает выше нас? То есть вот здесь как раз закралась ихняя зависть и, как сказать, даже неприязнь к Чермену. Потому что они видели, что его уже окружают таким почетом и выделяют среди всей молодежи кубанской. Вот. Но тут надо отметить, что в отряд Чермена входили в основном приблизительно равные ему по происхождению тоже люди. Это вот опять так же Дзиу Дзагоев, Абрак Бадиев, Бада Кадиев, который потом упоминается как основатель Батака-юрта. Но и сын Мирзабека, Уари Бытаев Тулатов. То есть он-то был самым настоящим
тагиатом и в их понятии вожданом. Но он был как бы под началом Чермена. Именно почему? Потому что Мирзабек вот так его ставил и так относился к Чермену. И вот когда он вернулся, когда он ушел, вернее, в очередной поход, Майрамукаевы, это, видимо, была весна, то есть вот когда уже приближалось пахотное время, они вот решили поделить земли. И они вот обратились к Мирзабеку, как бы собрались на Нехас и решили вот разделить Бытаевский участок. Тут еще важный момент, такая небольшая ремарка, что из двух ветвей у Бытаевых земля была не только в Кобани, но и в Даргавсе. У Аликовых не было земли в Даргавсе, но зато у них там была башня, вот, которая доминировала над городом мертвых. И вот когда они решили разделить Бытаевскую землю, они, естественно, должны были выделить участок помимо дома Мирзабека и помимо своего Майрамукаевского Чермену. Почему? Потому что Майрамуко, Асланбек и вот, Мирзабек, они были как бы тремя ответвлениями Бытаевых. Но они сказали, что нет, так как вот у него мать из Алагирского ущелья, соответственно, не ровня нам, мы ему участок не выделим. Почему? Потому что если мы выделим ему, тогда все остальные наши кавдасарды, которые считаются по происхождению ниже, тут важно упомянуть, что в феодальных обществах, начиная от Дагестана и до Кабарды, скорее всего, там был такой, как сказать, статус в иерархии, как чанка. Вот. Допустим, это сын князя и узденя, который ниже категории. Насколько я знаю, у кабардинцев ниже категории, чем пши, был это ворк. Ворк, да. Ворк. Вот. То есть это сын пши и ворка. Да. Вот он назывался чанка. И вот из такого сословия, допустим, был второй имам Чечни и Дагестана Гамзатбек. Он был тоже чанка, и аварские ханы поэтому относились к нему как к низшему и не хотели, чтобы он их возглавил. То есть вот такое небольшое отступление, как аналогия. Ну, вот если возвращаться к истории Чермена, то когда он вернулся, он узнал вот эту новость, что ему не выделили его законный, как он считал, хай. И он узнал от матери и пошел на этот Нехас и, как бы поприветствовав по обычаю, обратился к Мирзабеку, к своему воспитателю. Он говорит: Мирзабек, вы разделили землю. Сначала он его спросил, ну, как бы чисто по обычаю, да, там, откуда ты пришел, какие новости. Ну, и он там откланялся, сказал, что все хорошо. Но вот я узнал, что вы здесь делите нашу Бытаевскую землю. И скажите, какой вы мне участок выделили? Нашли ли вы для меня здесь участок? Ну, намекая на участок своего отца, который в фамильном общем пользовании все равно как-то подразделения были, что это Биштолат Ирдус, он изначально уже был, это Мирзабек Ирдус, и это вот Майрамуко Ирдус. Вот. И выяснилось, что они посчитали его как бы кавдасардом, а он сам себя, естественно, так не воспринимал. И тут очень важный момент, я бы так сказал, ключевой. Вот, как сказать, идейное обоснование, почему Чермен себя не считал кавдасардом, помимо того фактора, о котором ты упомянул, что он был единственным сыном, то есть от единственной жены своего отца. Тот момент, что вот как сам Мирзабек, это очень важно подчеркнуть, пишет коменданту Владикавказа, генералу Ивеличу, это письмо датируется 1806 годом. Он там пишет, что Тагиата во главе с Ахмедом Дударовым, который был последователем шейха Мансура, оказывают сильное давление на кобанцев и на других тагаурцев. То есть как бы навязывают, насаждают ислам. И он говорит, что тем, которые принимают ислам, они оказывают такое отношение, как к равным. А тем, кто остается в христианстве, они относятся как к подданным. И, соответственно, те жители Кобани, которые еще по свидетельству Фафа и других путешественников, которые посещали Осетию, они уже исповедовали ислам. Соответственно, с точки зрения ислама, конечно, не может быть разговора о том, что
кавдашарды – это незаконно рожденные. Вообще, даже те осетины, которые считались христианами, даже они не понимали, что это противоречит христианству. Они считали это нормой. Но в тех обществах, где доминировало христианство, естественно, было пренебрежительное отношение к этим детям от вторых жен. Вот. А вот в связи с исламизацией, которая началась на восточной окраине Осетии, Тагаурия, где в статусе ислама нету приоритета между первой, второй, конечно, третьей, четвертой женой. Более того, запрещена по шариату дискриминация детей от вторых жен. То есть должно быть равенство. И нет такого понятия, что если, допустим, вторая жена какого-то менее благородного, условно говоря, происхождения, что ее сын должен как-то дискриминироваться. То есть такого нет. Но тут очень важный момент, опять же, что происходило столкновение традиционной системы сословной, осетинской, которая, в частности, тагаурской, которая была связана с традиционной кабардинской иерархией. И тех новых, это буквально на тот момент были какие-то революционные, в кавычках, веяния со стороны Чечни. Потому что шейх Мансур, чьим последователем был Ахмед Дударов, он был самым первым предводителем движения мюридизма, которое как раз было очень такое уравнительское, очень военно-демократическое. И, кстати, тут нужно сказать, что до шейха Мансура на равнинной части Чечни тоже складывалось некое подобие феодализма. То есть те чеченцы, которые поселялись ближе к Тереку, то есть Терхой, которые назывались, они в той или иной форме зависимости были от кабардинских князей частью от дагестанских. Горные чеченцы этого не признавали. Ламру, они всегда были свободными. Да, они чисто были независимые, и среди них был народный герой Адин Сурхо, который как раз восстал против этих попыток кабардинских князей закабалить чеченцев. И именно когда шейх Мансур, появился, основой его движения, помимо того, что он перенаправил энергию с внутриусобных войн на борьбу с царской властью, но прежде он подчеркнул, что мусульманин не должен быть в эксплуатации, или, в рабстве каком-то, в феодальной зависимости у другого мусульманина. Это очень важный момент. Ислам, он, как и в христианстве, в исламе нет ни эллина, ни иудея, нет никого. То есть мусульманин ровня мусульманину. Ислам он был новаторской идеологией в тот момент на Кавказе и глобалистской. То есть в тот момент мусульманину был брат, независимо от этнической принадлежности. И формировали союзы именно так. Да, но нужно здесь подчеркнуть, что допустим, кабардинцы уже на тот момент достаточно долго, лет 100-200, уже исповедовали ислам, кабардинские князья, и в частности дагестанские феодалы. Но это не мешало им сохранять феодализм, потому что процесс исламизации, он растягивался на столетия. То есть конкретные общества, они могли поверхностно считаться мусульманами, но по сути придерживаться предыдущих каких-то порядков. Надо сказать, что иерархия черкесского общества, она выстраивалась до этого еще несколько сотен лет. Да. И понятно, что она имела гораздо более прочную основу, конечно, чем новаторский ислам. Конечно. Давайте уже перейдем тогда к активным действиям чермена. Чермен приходит на Нахас, его обделяют, и дальше он говорит, что раз вы меня обделили, поступили не благородно, хотя вы себя называете вожданами, а поступили подло, то есть это в его восприятии было, на основании силы, тогда и я буду с вами действовать на основе силы, и я заберу, видите, говорит, этот участок, который вы себе захватили, Майра Мукаевы, я его захвачу, завтра вы меня найдете там, и посмотрим, у кого больше силы хватит. Да, и по большинству из кадоков Майра Мукаевы приходят и видят, как чермен пашет их участок. Нет, он его вспахал. Причем очень необычным образом он его вспахал. И вступить с ним в прямой конфликт они были, видимо, не в состоянии. Уже на тот момент они не могли. И возвращаясь к своему предыдущему вопросу, тут в случае с черменом произошла такая типичная, в общем-то, для осетинского общества того времени, по крайней мере, для Тагиат, ситуация. То есть он себя считал полноценным Тулатовым.
который имел ровно такие же права на землю, как и все остальные, они его, соответственно, не считали. У Чермена были основания, опять же, по законам, по пониманию того времени, считать себя ровней Тулатовым. Но надо понимать, что и у них были основания считать его... Такая коллизия произошла. Тут произошла коллизия, и тут уже в действие вступил фактор силы. Кто сколько сможет. То есть, по всей видимости, вот мэра Мукаева, они когда вот это делали, они, наверное, не рассчитывали, не думали, что вот он прям вот встанет и будет оппонировать этому вот именно с физической. Хотя Мирзабек их об этом предупреждал. Он говорил, что не надо противопоставляться Чермену, потому что он, говорит, один стоит целого полка. Да, кстати, вот в преданиях вот Мурзабек, он там, скажем так, положительный герой в основном, потому что он их изначально предупреждал, и он, кстати, вот во всех вариантах, Артур, если я не прав, поправишь меня, он все время пытается этот конфликт как бы уладить, сгладить, то есть давайте не будем его обделять. Потом, когда конфликт уже начинает разворачиваться, он на каждом этапе пытается его как-то свести на нет, но у него этого тут получается. Он пытался, извини, я тебя перебью, он пытался предложить некий компромиссный вариант. То есть главный аргумент мэра Мукаевых был в том, что если мы сейчас ему выделим долю, то все остальные наши кавдасарды, которые живут в Кобани, они тоже потребуют такого же. Потому что есть же прецедент, понятие, чем ты лучше меня, если вот ему такое дают, то и я имею на это право. Соответственно, они говорили, сейчас мы ему выделим, мы тогда вообще лишимся наших земель. А Мирзабек предлагал им компромиссный вариант, что другим не будем давать подобной доли. Он хотел выделить над всеми другими именно Чермена, что вот он достоин того, чтобы быть возданным. Не только по своей силе, но и по нраву своему. Давайте поймем, мэра Мукаевых можно понять, они начались между двумя огнями. Или так, или так, будет конфликт. Вот мы о том и ведем речь, что у каждой из сторон были свои довольно-таки рациональные мотивации и аргументы. Они были у всех сторон, они были у Чермена и, соответственно, вот у недругов из его же рода. Да, и еще Мирзабек, он прекрасно понимал, что когда уже конфликт выйдет в открытую фазу, об этом реально узнают уже тотально все. Да. И, в принципе, род Тулатовых это ослабляет. Конечно. Это внутренняя распря. Да. Это междоусобная, вот внутрифамильная, уже не внутриобщинная, а внутрифамильная распря. И вот, кстати, к аргументации мэра Мукаевых нужно еще добавить то, что, судя по всему, и другие тагиаты, которые были более влиятельны среди вот этих тагиатских фамилий, наверное, и среди них были люди или большинство, которые не считали Чермена полноценным Тулатовым. Соответственно, они могли ссылаться на то, что если вот мы выделим ему, признаем его права, то что о нас подумают другие фамилии. А это вот в осетинском традиционном обществе, вот что о нас подумают, это вообще главный фактор. Более того, еще добавим, что то есть за этим конфликтом наблюдали все, понимали, что он несет определенные угрозы, и потому что там как раз было, помнишь, ты рассказал про прошение из мусульманских кавдасардов. Да. Тут нужно упомянуть, что вот этот Хаджи Мургоев, которого в фильме Санишвили показали любителям выпить, он на самом-то деле был духовным лицом мусульманским, который пешком совершил хадж, и он знал арабскую письменность и русскую, кстати, тоже письменность, то есть был достаточно грамотным человеком. И от лица кобанских кавдасардов он подписывал прошение к российской власти уже после того, как Абхазов сжег Кобань и кубанцев выселили на равнину. Спустя 20 лет, когда поднялся вопрос о возвращении кубанцам земли, Тулатовы решили повернуть этот процесс так, чтобы вернули землю только им. То есть другим фамилиям, которые были зависимые, чтобы никакого права собственности на эту кубанскую землю не было. А до 1830 года это было все же больше коллективно-общинная собственность. И вот тогда интересы, кавдасардов представлял Хаджи Мургоев. И в их прошениях, которые есть, приводятся у Газдановой в ее труде «Крестьянское сознание» по документам XIX века, кавдасарды, сами их представитель пишет, что мы себя считаем законными детьми алдаров,
то есть, вернее, тагиат, то есть детьми от свободных сословий. И они говорят, что по горскому обычаю и магометанскому закону мы абсолютно законные дети. И имеем такие же права на свои участки. Ну, то есть понятно, что выдача земель Чермену грозила большими проблемами всем тагиатам. Да, это был прецедент. Сослан упомянул, что Чермен по-особому вспахал землю. Но там было два момента, что сначала Чермен появился и вспахал нормально участок. Уссар и Шагат это называлось, то есть участки, которые надо понимать, что это была горная местность, и там ровной земли было очень мало. И, соответственно, вот участки, на которые падал солнечный свет, ну, даже я еще застал вот это деление, хусарта их называли. Хусарта это хорошие. Это плодородные участки, то есть, потому что там Сагат солнечный свет. А Шагат это плохие участки, потому что на них солнечный свет падает мало. Соответственно, ну, я даже не знаю, чем их засевали, какими-то такими культурами, ну, не очень, наверное, плодородными, скажем так. И он вот перепахал. Ну, тут смотри, участки. Сначала он появился на земле мэра Мукаевых и вспахал этот участок абсолютно нормально. Они испугались. После этого по одному из кадагов мэра Мукаевы стали собирать людей, ну, свои силы, чтобы ударить по Чермену. То есть в первом конфликте Чермен показал им, что он их осилит. Тут они уже начинают собирать людей, и Чермен понимает, что ему надо бежать. Да, потому что вот не совладает. Аккумулируется. И перед тем, как убежать, он спахивает все участки мэра Мукаевых особым образом. Поскольку это вот ущелье было, мы понимаем, что он спахал, спахивали участки вдоль ущелья, чтобы плодородная почва не смывалась водой. Он скопал их поперек. Таким образом, испортил эти земли. Да, испортил участки, он их оскорбил, испортил участки. Вода, которая там, дождь, который пройдет, он смоет очень много почвы, а мы все знаем, это террасное земледелие. Это наносили они сами. Да, наши предки там по горстью земли носили, поднимали на самый верх. Это просто колоссальных усилий стоило. Переходя к такому моменту, Чермен уходит по большей части всех кадагов. Он бежит к ингушам. Ну, не к ингушам, которых мы сейчас знаем, а к ингушскому обществу, протоингушскому обществу, джираховцам. Ушел в Джирах, и на тот момент, это, соответственно, начало 19 века, наверняка там еще было астиноязычное население, потому что из всех ингушских обществ Джирах, там было много осетин, и много осетин туда ходило. Да. Ну и я думаю, до сих пор, если смотреть по археологии, там наиболее такое плотное аланское культурное присутствие. То есть он по разным вариантам попал туда или прямо, или через Кабарду. Факт в том, что он осел среди джираховцев. Да, надо отметить, что в то время там уже был Ахмед Дударов. И когда мы говорим про джираховцев, тут есть несколько версий, что он бежал к Дударову, у которого в тот момент был отряд ингушский, то есть и очень много ингушей на его землях, или же просто упоминается, что он бежал к ингушам. И там вот есть несколько историй, когда они узнали, что к ним бежит Чермена, это легендарная личность. Они понимают, что он им поможет организовать набеги на кубанцев. Не только на кубанцев, я тебя поправлю, набеги вообще на кого угодно. Но у Чермена был в первую очередь акт мести, он хотел именно сделать набег на кубанцев. Да. То есть у джираховцев тоже был мотив очень материальный и логичный. Это как хантинг, они себе хантнули очень крутого человека. Это, во-первых. Во-вторых, по горскому Охдау, он был как гость, скажем так, и, конечно, его приняли. Да, они должны были оказать ему покровительство и помощь.